Казалось, уже несбыточная мечта среднетерешанцев замаячила на горизонте голубым огнем. В Старокулаткинском районе есть еще ряд сел, где жители по-прежнему отапливают свои дома в холодное время года с помощью дров и каменных печей. Среди них и Средняя Терешка. Подготовка дров и обслуживание самих печей жителям этого села не только встает в копеечку, но еще и очень затруднительно, особенно тем, кто уже спокойно доживает свою старость. С 8 июля в селе Новая Терешка началась прокладка внутрипоселкового газопровода. Все жители села уже в ожидании чуда. И всем хочется поскорей увидеть в домах природный газ. Мы встретились и побеседовали с главным мастером бригады, который ввел нас в курс происходящих событий. Уважаемые жители Терешанского поселения, у вас началось строительство газификации жилых домов. На сегодняшний день начало строительства внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления. Строительство газификации задействовал филиал Новоспасского «Газпром» газораспределения Ульяновск, РП Новоспасская, в которое входит 5 районов, в том числе и Старокулаткинский газоучасток. Но так поручено, и поэтому Новоспасский газоучасток принимает основное участие в строительстве вашего газопровода. Я еще раз повторяю, 8 числа мы уже начали строительство внутрипоселкового газопровода. Сегодня завозим стройматериалы. Вы видите, сколько здесь количество труб. Очень много. В количестве 10 километров будет построено ГРБШ. Оттуда все распределение будет по всему селу. Жители села и не верят в этом, то, что будет газ, будет голубое топливо. Но по практике строительства ни одно поселение вот так сразу не вникало и не задумывалось, и не думало, что будет голубое топливо. Наконец-то мы, как говорится, отклонимся от этих печного отопления. Но из практики мы можем еще раз повториться, что да, не верится, оно сбудется. А сбудется это очень скоро. Не в этом, так в следующем году это 100% будет. В продолжение беседы с мастером мы решили заехать и в администрацию села, где вовсю кипела работа. Глава среднетерешанского поселения Тяминов Аривор Афатович обратился к жителям с просьбой содействовать в проведении газа, отзываться на каждое обращение и с пониманием относиться к происходящему. Ведь у некоторых сельчан под место прокладки газопровода подпадают палисадники, и приходится их временно сносить для удобства и скорейшего продвижения газификации. Вот с какими словами на родном языке он обратился к своим односельчанам. Біздің үшін нешеге 19 жыл бек уақиға шаттықлы болды. Бірінші елден Яңа Терешка ауылына газ кіртерге тұтындылар. 2 елдік контракт түзілді. Ульяновск облгаз выиграл тендерны. Хақы 17 миллион еді. Шының 8 миллионын бұйыл 19 жылда берділер. Қалған суммасын келесі жылға төлeyecekler. Шуңа көре облгаз бұйыл ауыл için biz полностью трубаларını тартып, тұтына придомовой нелерге кіртерге хозяйстволарға. Шуңа көре зор іш балбарымыз бен күскінде халық біле. Халыққа müracaatimiz шул. Өйлері қаршында отын бошатмасқа, ай ярым ішінде газопроводны үтерге тиіштер, Газпром ішчілері. Шуңа көре техника, отын бошатмасқа, техника қоймасқа. И кайбір құжалықларының үй қаршыларындағы чистақолары аша үтечек, алар пускай понимание білет, пускай относится, потому что требования бар. Юлдан, региональный юлдан 3 метр китерге тиеш газопровод. Хем біздің от бағаналары бара, алардан 2 метр. Шул требованияларға қарата проект түзілген еді и бірінші құжалықмен шул үй терелеріндегі придется чистақоларын сүтерге пока. В основном общее халықта мнение положительное. Бұл газды біз күптен күттік. Құдайға шүкір, бұл ішіне башладық.
И мен надеюсь, халық біле бірге келесі жылға 1 июльге Ульяновск облгаз үз тарапынан ышандыра, что біздің үйлерде Яңа Тишка ауылында газ болacak. Иттибарыңыз үшін рахмет. Хочется верить, но пока сложновато, признаются многие новотерешанцы. Время покажет, а пока кипит работа. Прокладывается газопровод, и вместо голубого огня в сердцах терешанцев горит яркий огонь надежды.